12 августа 1964 года в Шемелинском районе в поселке с красивым названием «Полярная звезда» в семье Антоновых родился четвертый ребенок. С малых лет отец и старшие дети приучили маленького Гришу к труду. В семье царили взаимопомощь, дружба и культ труда. Все домашние дела и хлопоты делились между всеми детьми, а их было 10. По воспоминаниям учителей, в школе Григорий от других детей ничем не отличался. Как и все, выполнял домашние задания и принимал участие в школьных и спортивных мероприятиях. Учителя ставили его в пример за его безупречную исполнительность. После получения аттестата зрелости он устроился работать скотником в совхоз «Шемелинский». Там он проработал до октября 1982 года, до призыва в ряды вооруженных сил СССР. Из множества призывников на сборном пункте в Канаше его отобрали для службы на границе. По прибытии на место дислокации 48-го Пянжского погранотряда молодой человек принял присягу на верность родине. В учебке курсант прошел все этапы боевой и политической подготовки, освоил навыки стрельбы из многих видов стрелкового боевого оружия. Затем около года охранял границу Таджикистана с Афганистаном. При проведении десантной боевой операции в Афганистане кишлака Марболь 29 февраля 1984 года он подорвался на мине, заложенной противником. Скончался от ран в госпитале 3 марта 1984 года. Похоронен у себя на родине, в поселке Полярная звезда. Память героя живет в сердцах людей. Активисты республиканской организации «Пограничное братство» организовали 2 года назад автопробег «Живая память», посвятив его всем погибшим пограничникам, уроженцам Чувашии. Заезжали в Полярную звезду. Именно тогда и возникла идея переустановки памятника. Активисты Шемелинского отделения решили, что новому памятнику быть, и свое обещание сдержали. Средства собирали всем миром. Свой вклад внесли сами пограничники и неравнодушные предприниматели. Дизайн памятника уникальный, второго такого в республике не существует. На плите фотография самого героя в окружении тех мест, где он выполнял свой интернациональный долг. Венчает образ звезда, свидетельство того, что Григорий Антонов награжден орденом Красной Звезды. Как выяснилось позже, у родственников хранятся 2 орденские книжки, а это значит, что рядовой Антонов дважды орденоносец. Почтить память героя и отдать дань уважения его родным и близким пришли односельчане, друзья, родные братья, сестры, близкие родственники, представители пограничного братства и почетные гости. Митинг открыла глава Магаринского сельского поселения Людмила Егорова. Вечная память, Григорий Петрович, мы тебя будем помнить вечно. Мы с вами общими усилиями совершили благое дело. То, что этот памятник, памятный знак сегодня здесь появился, говорит о том, что мы помним свою историю, что мы любим свою страну, что мы гордимся своей страной, и если нужно, мы готовы всегда отстаивать независимость своей страны, в том числе и отдавая своей жизни, как отдал свою молодую жизнь Антонов Григорий Петрович. Наша молодежь должна знать, страна всегда, тогда сильной, всегда она сильной, когда люди с патриотизмом относятся к ней. Отрадно, что на Шемелинской земле не забывает своих земляков. Наша Чувашская республиканская общественная организация тоже не забывает. Мы 2 года подряд, в 2013-2014 годах, проводили автопробег, посвященный воинам-пограничникам, которые погибли в Афганистане. В этой войне участвовали более 62 тысячи пограничников, а погибли 594 пограничника, из них 9 пограничников в Чувашии. Хочется огромное спасибо сказать, здесь все стоящие здесь пограничники, по-моему, все почти, внесли посильную помощь. Действительно, памятник получился неплохой, очень долго работали, сложная была работа. Вот привезли землякам, хочется огромное спасибо сказать, они нам помогли его перетащить, установить и так далее. Я хочу сказать то, что, мы должны всегда помнить тех, кто погиб, защищая интересы нашего государства, хоть в стране, хоть за рубежом. Я думаю, что память человека жива будет тогда, как душа жива будет тогда, когда о ней кто-то помнит. Антонов Григорий Петрович должен знать, здесь не кто-то помнит, а все пограничники, даже Чувашская республиканская организация, Шемелинское отделение его будут помнить, чтить, мы им гордимся. Собравшиеся почтили минутой молчания память воинов, павших при охране границ. Что могу про Гришу? Хороший человек. Был, есть, будет с нами. Для меня он герой. Вот так. В наших сердцах и сердцах наших потомков навечно останутся имена героев, которые отдали свою жизнь за свободу и счастье будущих поколений.